сейчас это мало походит на сценический пролог, но совсем скоро движение отточат и доведут до синхронности. Артисты репетируют ежедневно, посвящая своему любимому делу по несколько часов в день. Мы ставим сценку, как мы прощаемся с нашими сыновьями, с мужьями, братьями и провожаем их на войну. Моя роль заключается в том, что я мама, провожаю своих сыновей. Репетиция проходит хорошо, мы уживаемся в роль, как вы видели. Эндели, надеюсь, что нашим зрителям тоже понравится. Кропотливый труд и полная отдача своему делу. За репетицией ансамбля «Магаз» следит главный режиссер. Он поделился, что новая программа не будет похожа на прошлогоднюю. Раскрывать все секреты не хотят. Но известно, что на театрализованном концерте состоятся премьеры военных песен от народных солистов, танцев ансамбля «Ингушетия» и тематические сцены, которые погрузят зрителей в прошлое. Мы просто решили в этой истории чуть-чуть дать динамики, все равно дать победа – это желание жизни. И это желание жизни, несмотря на все, что с тобой происходит, несмотря на все тяготы и эти беды войны, что тяга к жизни – это как росток, который сквозь асфальт пробивается. За репетицией ансамбля из зрительского зала наблюдает замминистра культуры. К слову, концерт – часть большого праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы. Накануне прошел конкурс, международный конкурс «Сварцанда», где приняли участие музыкальные школы из Северо-Кавказского федерального округа. Также на базе музеев, Национальной библиотеки, Центральной библиотечной системы проходят выставки тематические, художественные выставки. Накануне 9 мая Национальной библиотекой будет проводиться акция с вручением буклетов ингуши, участники Великой Отечественной войны. На праздничный концерт приглашают всех, вход свободный. Артисты убеждают, что выступление никого не оставит равнодушным. Этот День Победы не будет похож на другие. Ингушетия продолжает жить в режиме ограничений по ковиду. И все же было решено в 2021 году, 9 мая, празднику не быть безлюдным. Концерт пройдет здесь, на уличной сцене, после церемонии возложения цветов. Хава Гайзикова, Магомед Дидигов, Новости 24.